ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Подъем в 4 утра, 2 тренировки в день, бег, броски в кольцо, тактические приемы. На это уходит больше 5 часов. В перерывах лекции, ведь команда все-таки студенческая. Однако спрос с баскетболистов, как с профессионалов. Задача этого сезона – чемпионство, потому уже 2 месяца команда живет в режиме цейтнота. Многим тренерам и профессиональной команде просто это непонятно. Как вы это делаете, да успеете, но когда мы работаем 2 часа утром и 3 часа вечером, многие говорят, это много. И да, это много, но когда надо 2 дня быть у поезда, потом в следующий день только час потренироваться, нормально поспать в кровать, сделать душ и завтра поиграть игры, это за мальчики очень тяжело. В прошлом сезоне команда УГТУ не смогла пройти дальше Ласт-16. В решающем матче за выход в суперфинал Ухта уступила Магнитогорску. Причина одна – молодой состав. Пока сыгрывались и адаптировались, игру в буквальном смысле тащили двое – центровой Сергей Руднев и разыгрывающий Евгений Новоселов. Перспективным парням сделали заманчивые предложения. Руднев не отказался и ушел в команду Санкт-Петербурга. А вот Евгений остался, зато летом вошел в состав сборной России, которую представляли лучшие игроки АСБ. Сначала был сбор в Алуште, там было около 30 человек, наверное, со всего АСБ. И сборы были дней 10 где-то, около того. И потом уже отбирали лучших, 12 человек, кто поедет в Корею. В Корее сыграли 4 игры, одну проиграли, 3 выиграли. Наши парни уступили только команде Японии, да и то в овертайме. Это позволило сразиться за золотые медали. Соперником стала сборная США. В решающем матче с перевесом в 1 очко победила Россия. Тогда же главный тренер нашей сборной сказал: Евгений Новоселов может задавать и поддерживать такой темп, к которому не готовы другие команды. Тренер давал играть, все хорошо, на скамейке я не сидел. Для первого раза, думаю, неплохо, но хотелось бы все равно лучше. Внимание на Евгения Новоселова обратил не только тренерский штаб сборной России. Любопытно, что предложение сменить место обучения и, соответственно, команду делал Орловский университет. Именно эта команда и станет первым соперником УГТУ в новом сезоне. Игры пройдут на выезде 5 и 6 октября.